40 градусов сегодня было. Замерзло все, ребята. Всем привет! 10 марта, минус 40 градусов. Отличная весна у нас на севере в этом году. Ну, сейчас немного степлело, часов 10. Еду, ребят, в село к Лехе в гости. Надо навестить пацана. Ну и съездим с ним порыбачить. Недавно ездил, ребят, по живцу, катался. Страшное дело, искал. Ну, все-таки нашел штук 30 я поймал. 2 дня они у меня жили. Штук 10 я сейчас выкинул мертвых. Короче, штук 20 я, ребят, спас в холодильничке. Погрузил в кан. Ну и отправляюсь к Лехе. Лехе позвонил, Леха ждет. Его забираю, поедем на речку, поставим жерлицы на налима. Ну и у него там в селе, ребят, рядышком переночую. А завтра уже проверочка. Баркас завелся с трудом, тяжко ему было. Ну, все-таки завелся. Сейчас где-то минус 25. Здесь я смотрел на беседке. Но здесь уже солнце попадает, он уже обманывает. В общем, ребят, холодная дорога сейчас будет у меня. Ну, изначально сейчас езжу в магазин. Возьму продуктов к Лехе там, ну, всякое разное там, крупу там, макароны, всякое такое необходимое. Немножко мамка там дала варенье, не варенье там, в целом, короче, как-то так, ребята. Ну и все, отправляемся. Солнышко, 10 марта, погнали. Что, трогаем. Ребят, выезжают с поселка. Далекий мне, не знаю, километров 5, наверное, буду у него, а потом уже подумаем, куда съездим, поставим жерлицы. Возможно, новые места попробую. Такой, короче, ребят, выход у меня морозный. По дороге заехал к Русе, который, помните, делал кофрат мне. Вот у меня на Алтае выход под печку. Но здесь 8, а труба у меня, ребят, 9. И вот надо расширить на 1,5 сантиметра. Вот так, наверное, на сантиметр. На 1,2 сколько даст кольца, чтобы выход под печку был в рабочем состоянии. Здорово. Здорово. Ты что-то мастеришь, да? Да, ты чего такой мороз завел? Да, поеду, прокачусь, порыбалю. Привез, Русь, помнишь, ты говорил-то? Ну. Вот эти кольца. Ух ты, толстые они. Ну да, сколько тут? Не знаю. Миллиметр. Вот, и их, получается, надо расширить. Труба не залазит, короче. Они под маленькую трубу, а у меня они, короче, сантиметр надо. Как-то, блин. Сантиметр убрать? Да, даже 1,2, можно 1,3. Ну вот сколько вот тут получается до болта? Можно, позволит. Я еще попробую, я думал тоньше они. Да? Да. Ну вот, видишь, миллиметровую. Нет, как бы не к спеху, я завез просто. Посмотреть, ты просто говорю, у тебя какая-то штука есть, да? Есть, да, но я говорю, она не рассчитана, такой толстый. Сейчас попробуем. Надо нарисовать. Вот, не знаю, где у тебя вот. Сейчас вот я посмотрю даже. Смотри, нормально, да? Я первый раз такую хрень вижу. Понял. Для круглых, ну, для этих неровных. Да главное и быстро так классно. херачит. Да, и ровно, блин, вообще. Болгарка бы так не сделалась. Но она неровно, скажем, это Ну, надо это- вести, стараться. Это-то ладно, что, понятно. Это не столь важно. Так, ну что, немножко продуктов. Наташ, дай чай, сахар. Чай какой? Разовый? Нет, заварной какой-нибудь. А не знаю. Канди? Давай канди.
100, да? Но Сахар. килограмм. Так, друзья, ну что, продуктов взял немножко. Такого самое основное. Все, уезжаем до села. Морозик. Дома едем. Все, ребята, дела сделал. Полетели. Подъезжаю к Лёке. Вот теремок, где он и стоит. Леха дома, не дома. Должен же ждать меня, по идее. Так, ладно, сразу продукты надо разгрузить, пока не замерзли. Правда, в сумке холодильник так-то вложу. Как бы она и для тепла, и для холода. В целом. Ладно, зайдем к Лехе. Наверное, никуда же не ушел. Дожидается меня. Как будто не закрыт. Значит, дома. Что там, рыбак дома нет? Собака дома. Здорово, Леха. Бля, холодно. Пока доехал, замерз. Здорово. Рыжий. Че, рыбы хочешь? Я лекарство покупал вон в этом. Что за лекарство? Давай, пойдем. Это кому, рыжему? На. А я думал, себе. Не, себе тоже взял. А тебе что, какие лекарства? Да, что-то щелкнуло мне. Спина? Вот, спина, наверное. Как раз самое. Ладно, Лех, тут варенье, шурпа, согрел сразу. Короче, каша всякая разная, понял? Держи. Сразу убери. Каша. Ну, это в пакетиках, знаешь. Быстро, хоп-хоп. Чай взял. Сахар взял. Чефирить-то ты любишь? Держи. Чаек. Короче, так взял. По мелочи поднабрал тут всякое разное. Каша еще рисовая такая. Короче, сейчас вот разберемся. Кофе, смотри, напиток кофейный какой-то, слышь, Лех. Это мамка дала, кстати, тебе. На, говорит, Лехе отвези кофе. Мясо, птица. Короче, это сердечки. Понял? Такие вещи. Я пил, это самое. Нормально, короче. Чай взял, это взял, хлеб взял. Сало это нам туда. А вон тушенка еще, слышь, Лех. Сало тоже взял. Смотри, тушенка это жена делала, понял? Своя тушенка. Вкусная. Че болеешь? Че болеешь? Маленький, да, у тебя еще? А, сколько? Уже полгода-то, Полгода. Блин, я ехал сейчас вообще, блин. Чё?
Еле ехал потихоньку. Я ж говорю, холодно. Вообще дубовый. 40 градусов, но сейчас потеплело, вон на солнце. Ну, утром с Визинга выезжал 40 градусов. Утром 40 было. Морщит. Ну, молодой, конечно, играться хочет. Время будет, может. Присядем, посмотрим. Точно дрова не будем? Да нет, наверное, не будем. Вот сюда можно ли потом расходовать? Я думал, и вывозим, да, распилим дрова будет. Да, телефон. Ладно. Погнали. Здравствуйте, вечером. Друзья, чайку попили у Лехи, собрались, все, поедем сейчас, пробьем дорогу, посмотрим новые места. Дождались обеда, чтобы потеплело немножко, ну и рвем когти. Сразу задом и капюшон надевай. Все, ехаем. Все, погнали, ребята. Нормально. Ребята, смотрите, какие пейзажи. Вот эта река, где я дорогу топтал. Сейчас мы спускаемся с горы. Вот она, красавица. Вот такой уклон идет, здоровый. Вот так потихоньку, ребята, оврагами будем на реке. Ребятки, вот и мы на реке. А вот моя дорога, которую я топтал. Вот моя дорога. Давай, ехаем. Добрались до первого плеса. У нас здесь народу было, походу, куча. Рыбачили. Вот так, Леха, сейчас бахнем. Рядок. Штук 5-6 поставим. Ну, самое основное вот здесь надо будет поставить. Вот здесь сработки. А там вот там только ты... Там тоже вот попробуй. Так я как-то ставил. И вот на одну вот там я один на один попался. Угу. Две проживанные были. Вот так сейчас ряд сделаем. Вот. Начнем вот отсюда примерно. Так. Этим, да? Давай попробуем 130-м, если он будет бурить. Ребят, ну что, тут решили поставить мы жерлички. Так, взял специально под сотку. 130-й, ребят, у нас не бурит. Специально под соточку взял. Сейчас начнем потихоньку расстановочку. Сегодня прокатимся, топтану дорогу. Заодно
И попробуем везде насорить. У нас 25 живца. Вот так и будем сегодня пробовать. Да я вычищу, Лех. Не знаю, сотка будет. Не знаю, попадется какой-нибудь монстрик. Надеюсь, что нормально будет всё. Леха бурит, а я буду расстановку, ребят, делать. Мороз, март аномальный у нас. Не знаю, посмотрим. Короче, пробовать будем, ребята. Кто-то сюда приезжал, походу, рыбачил на удочке, так я понял. Ну, поставим на налима. Поставим на налимчика. Раз, два. Высоко не буду поднимать на налима. Вон глубина где-то с-подо льда. Сантиметров, не знаю, может 70. Самое то. Вот. И сейчас начнем расстановочку. Плотвичка. Живец, конечно, ребята, у меня был трудовой. Сейчас поставлю моменты, как я его искал. Посмотрите, скажите, как это было. Это было жесть. Какой красивый, ребята. Вот он прокатился здесь, сделал полосочку. И вот окунишка. Красавец. Че, калачик, да, Миш? Ну вот видишь, нашли рыбу. Надо, видишь, искать просто. Переезжаем, ребята, на другую протоку. Рядышком здесь тоже проточка есть. Что-то там пару окунишек попалось. И мелкая вот такая плотва, вообще даже не живет. Попробуем тут что-нибудь посмотреть. Места, конечно, ребят, красивые. Вот, ребят, проточка. Красавица. Сейчас попробуем здесь поискать плотву. Матрос. Раздразнил, блин. Что-то не живется. Надо его отпустить. Что, ребятушки, идем дальше. Будем смотреть. Тут уже далеко, мы уже далеко. Ну, вчера, ребята, ходил свежие следы. Ну, заодно сейчас места посмотрю. Ну что, друзья, новая река. Заходим в нее. Посмотрим, что там, как дела. С этими покатушками, ребята, выехали уже вон. Ну, тут такое место есть, там живец иной раз поклевывает. Сейчас будем пробовать здесь тогда уже. Я уже не знаю, что делать.
Мишка горцует. Что, ребята, по нулям. Чай попили, перекусили. Полчасика посидели. Тишина. И едем на другую реку. Выскочили на лед. Это уже другая река, ребята. Как-то так сегодня. Так, ну что, если не здесь, то все. Это будет край. Кормочку, поводок поставлю. Сразу. Хрена живцы, бля. Хрена живцы, бля. Это же не живец. Хороший ревет плотва. Все, ребята, вот так вот бывает. С кормачком быстренько все сделали. Поехали домой отмечать 8 марта. Вот, ребята, вот так я как-то искал живца. Ну, нашел. Реально нашел. И все получилось. Тут моментами, ребят, меняю поводки, потому что поводки выходят из строя. Я вот частенько меняю поводочки. Петля в петлю у меня заводочка идет. Быстренько снял, быстренько поставил новый. Все. Вот так вот поменял, все. И теперь я знаю, что поводок, все нормально с поводком. Раз, два. Все, идем дальше. Идем дальше, ребята. Опа. Есть такое дело. Заряжаем, закапываем. Так, ребят, ну что, десятку поставили здесь. Точка рабочая. Решил я здесь все-таки поставить полосу вот эту. Ну, тоже попитакали вот так маленько. Вот. Сейчас поедем дальше. Сколько живца будет хватать, так и буду солить жерлицами. Посмотрим, точки новые. Такие дела. Ну что, далее. Едем далее. Все, ребят, десятку здесь поставили. Поедем выше, прокатимся. Добрались до очередного плесика. Но здесь это на 8 марта походу гонял, отдыхал нормально. На хорошем буране летали прям со скоростью. Ну, здесь тоже часто я здесь ночевал. И здесь поставим 3 штучки так для проверки, так скажем. Для проверочки поставим. Вот так вот. Можешь выше поставить. Да. Проверка же, Леха.
Проверка, ты же не угадаешь, что где. Так, друзья, ну что, тут тоже плесик поставили, 5 штучек. Живца нету, ну так, на проверочку. И вот эта пятерка волков, она вот здесь ходит. Ну вот, ребята, их следы, видите? Вот они здесь ходят. Вот она гуляет. Сейчас прокачусь по ним, по их следам. Вот, ребят, смотрите, что делают. Вон какие следы. Лапищи вот такие, как вообще лютые. Он что-то копал, блин. Вот они, пятерка гуляют, ребят. Собак уже пожрали капитально. Волчары позорные. Ладно, едем выше. Сразу умечал. Ребят, шли они, непонятно. Как будто что-то тащили уже. Собаку, наверное, тащили, потому что вот как-то друг друга догоняли, что-то на друг друга прыгали. Вот, видите, какие следы. Что-то типа такого. И вот по реке передвигаются они. С одного села в другую деревню. И вот так потихоньку. Что-то как будто тащили, но... Что-то, ребят, копали, обоссали. Ну, блин, гуляки-то, а. Вот еще одно место, ребятки. Здесь еще тоже поставим. Так, попробуем. Хорошая перспективная точка здесь. Ставлю новые поводочки. Заодно меняю. А что, быстренько, хоп-хоп, заменил. И дальше идем. Так. Давай, подружка. Работай. Ищи налима. Ага, готово. Вот тут вот курюшка такая, тоже 2 штуки осталось жерлицы и 2 живца. Я как бы так примерно и брал. Все, сейчас поедем, ребят, куда-нибудь на солнышко, чайку попьем. Интересно, мы когда 4 дня жили, ребята, здесь сработки были. Так, на разведку. Вот там мелко уже. Ладно, что, поехали. Друзья, едем обратно. У нас флажок стоит. Красота. Но это только щука. Налима рано еще видеть. Флажочек, ребятки, флажочек. В яме, ребята, сработка. Полная вымотка. Полная вымотка, это хорошо. Полная вымотка, Леха. Вымотка полная. Есть что-то. Щука, наверное. О, налим уже гуляет, смотри. Он и днем даже берет, видал? Вот там сегодня с тобой на жарежку. Я тебе, помнишь, говорил то, что вот тут донка-то работал у меня? Вот, пожалуйста. Днем, да, и дал. Но сегодня как бы, да, перемещение у налима хорошее показано. Так что, может и попадется нам что-нибудь. Сам Леха я удивился, слышишь, что днем.
Сколько поставили? Много поставили? Здесь Раз, два, три. 5 штучек. Ну вот, ребята, что мы и успели расставиться. Уже взяли налимчика. Мелкий, правда, не крупный. Ну что, и то уже рыбка. Дедок там был. Попьем чаю сейчас с Лехой. 100 грамм выпьем. Да, Лех? Хлебушек у меня здесь. Я взял. Сальцо есть. Нож есть, Леха? У тебя где-то далеко? Есть. Сальца я взял. Хлебушка. 5 капель. За рыбалку-то надо. Да, волки, конечно, ребят, удивляют. Вот они как ходят, тут мигрируют. Тут река соединяет деревни, поселки. И вот они так и хапают, блин. Тут погуляли. Через речку зашли в село. Порвали собак. Ушли по реке, опять в другую деревню ушли. Так и мигрируют. Вот тут так и ночуй потом в палатке, слышишь. Вышел, и волки идут 5 штук. Неприятно будет, блин, слышишь, с ними базарить-то. Пищней потом придется отмахиваться. Че, сало, сало режь, Лех. Сало режь. Хлебушек нужен? Нужен батон. А так, что, перекусить. Ну, значит, здесь ход на Лима будет. Здесь, значит, возьмем что-то. Ну, а днем взял, ты понимаешь? На, Лех, держи. Днем попался, это уже говорит о том, что он ходит, понимаешь? Значит, жор на Лима идет. Да, я про программе смотрел. У меня программка есть интересная. Прям из 5 рыб, которую там показана, шкала как бы рыбки. 4 шкалы показано сегодня, представляешь? А потом идет оттепель. И вообще ни одной рыбки не показано. Ну, сегодня вот мороз, завтра уже теплее. Послезавтра уже снег, тепло. И, короче, там дальше больше. Ну что, прокатились. Нормально. Посмотришь, хоть как рыбалка на жерлице происходит. Может, понравится. Потом привезу тебе. Ну да, согласен, так поездить. Ну давай, Лёг, что, будем? Твое здоровье, не болей. Ну, солнышко пригревает, да, уже по весне так маленько. Все, ребят, что, едем к дому ближе. Вот, уже с рыбой. Уже с рыбой. Ладно, что, будем надеяться, Лех, что завтра, да? Возьмем что-нибудь. Поедем сейчас, налим и пожарим у Лехи. Посидим, пообщаемся. Все, ладно, что, погнали. Морозик, ребята, морозик. Чуть-чуть все равно держит. Ну вот. Как-то так. 20 жерлиц, ребят, у нас стоит. Поехали. Ну что, друзья, дошли до буранки. Новая бураница, которую вот к Лехе можно будет повернуть от реки. Сейчас большой подъем. Вообще мощный. Будем пытаться как-то брать его. Здесь возьмем. Ничего страшного.
Ну все. Прибыли. Что, ребят, все, добрались. У Алексея. Печку сейчас топить будем. Не, Замерзли капитально. Ну, в валенках-то получше будет, что, конечно. Раньше так и ходили, языка и валенки. Сейчас тепло будет нормально. Рыжий. Живцы, остатки. О, рыбу любит. Под диван сразу. Рыжий. Че, съел? Съел рыбу? Чего? Рыбу съел? Колбасу будешь? Будешь колбасу? Барс. Барс. Вот, ребята, у Лёхи барс. Собака. Он зашел у рыжего, все подъезд сейчас. Вот так, рыжий, слышишь, пока ты ходишь, вот у тебя все съели. Барс. Молодец. Барс. Барс. Рыжий говорит, что, говорит? А, не, он не боится. Барс. Красавец. Куда? Нельзя! Что? Тихо. Тихо, Миша. Он знает, даже когда он... Бля, кот тот пришел, все опять кот копил. Ненормальный. он- Того раза... Он просто радуется. Потом, нет, он, понимаешь, потом ходит и он ищет, тебя видит. И вовремя как было. Все толку-то было. Ребята, ужин готовится. Сегодня у нас сердечки у нас куриные, ребята, на ужин. И по поводу волков-то, ребят, тема постоянно затрагивается. Вот буквально здесь неделю на неделю назад ферма есть, волки порвали капитально. Сегодня шли по следам прям волчьим. В поселке изредка, ребят, собаки рвут. Ну не изредка, вот они вот декабрь-январь их не было, вот. Сейчас они вот под весну поперли почему-то. И Леха сейчас хочет показать, по осени приходили волки, ребята, и у него собака здесь живет, которую сейчас сюда заводили. Короче, не знаю, он был дома, не был дома, но факт в том, что они, короче, начали рвать и просто рвать дверь, чтобы забрать собаку, короче. Пойдем, говорит, покажу следы. Прям, говорит, серьезные там, говорит, когти. Собака потом, говорит, 2 дня просто тряслась, говорит, ничего не ела. Ну, реально, представляете, ребят, когда там стая волков рвет дверь, а собака мечется и некуда ей деваться, блин, ну, страшное дело. Ну, уже факт в том, что просто в хату лезут. Пойдем, сейчас Леха сказал, покажет. Это вот это оторвали, да, они? Да, они это вот. Это уже тоже, это уже толстая дверь, это старая дверь, я забивал. Ну, они просто уже почти, короче, оторвали. Да, вот тут порвали и вот и он. Это тут я собаку держу, блядь. И вот этой стороны, вот тоже, вот, здесь тоже. Этот угол, вот тоже начали. А, вот этот угол тоже рвать начали. Тоже, да. Да. Понятно. Я офигел, Ну вот, ребята, тут как подвал, да, Лёх, такой у тебя тут? Нет, ну, я говорю, собака не ела, короче, 2 дня точно не ела, она только, вот сейчас она... Ча, бродяга, ча. Вторая комната. Бля, да. Ну только вот она, он ее не топит, да, Лёх? Ну, зимой. А что, грибы у тебя, Лёх? Да, тут все. Грибочки можно, грибницу сделать. Ну да, тут что, у тебя дом-то здоровый вообще, Саш. Тут у тебя как этот, рыбацкий отсек. Всякое разное у тебя тут. Нормально. Ну, ребята, вот это тапки. Как тапки. О! Ноги уже устали, я уже разделся, у Лехи тепло, тут классно. И сейчас валенчики оденем. Красота. А ты, Леха, на тебе надо стельки сделать по-любому. Вот у меня тоже, видишь, носки такие. Ну, я И снизу стельки по-любому, да. Но у меня тут, видишь, подошва, видишь, она вот толстая, не такая мягкая. Из-за этого ноги не мерзнут, потому что вот у тебя они цельные идут, а здесь этот
Ты смотри, что они творят. Опять, короче, начали. Ты снимал их, да? Тебе, Леха, тут не скучно, слышишь? А ты говоришь, Смотри, ни с кем не что общаюсь. творят. Вот что, не знаю, какое было, но, бля, столько было. Что же они мешают? Что положено? Иди мышей ловить. Пусть мышей ловит. Пусть мышей ловит, да? Конечно, мышей не хочет ловить. Все, Леха, угощайся. Кушать подано. Давай. Давай, налетай. Каша, ребята, у нас сегодня рисовая. С сердечками куриными. Вот так. Вот так, по-холостяцки что-то. Ничего особо не готовили. Быстро-быстро. Хлебушек сейчас. 100 грамм, да? Рыжий. Ох, рыжий. Рыжий кот. Рыбоед. Завтра нальем, а тебе хвост дадим. Че ты опять? Целый день, целый вечер есть, Леха, слышу тебя. Дай, говорит, дай. Это жор, я говорю, после. Жор у него налей. После готовлю. Да, ой. Давай, Алексей Батькович. Как ты, кстати, по Батьковичу-то? Леха. Эй. Леха. Иваныч? Иваныч? Да. Иваныч, значит. Понятно. Что ты долго? Что, ребята, на улице теплеет. Градусов 18, наверное. Леха вышел позвонить. Вот такая дорога, ребят, деревенская. Редкие фонари стоят. И вот там уже туннель, ничего не видать. Ну, я имею в виду, просто вообще уже фонарей нету. Леха общается с кем-то. Вот теремок вон и рыжик, он в окно смотрит. Скворечник. Ну, вот так, ребята. Время уже 9 час. Поужинали что-то. Немножко выпили. Леха соскучился, вроде на разговор потянуло. В прошлый раз, ребят, приезжал к нему, уже тоже спать ложусь. Я говорю, Лех, давай уже ляжем спать. Я просто рано, говорю, встал, блин, у меня еще неделя такая стрёмная была. Я тут там. Бля, Андрюха, не обессудь, говорит, я, говорит, просто неделю, говорит, месяц, говорит, ни с кем толком так вживую не общался, не сидел, говорит. И он все со мной разговаривает. Я, короче, тоже уже устал от него. Я говорю, Леха, давай, говорю, спать. Он, короче, сидит, сам с собой что-то там говорит. Я под его на разговор так и уснул. Вот такие дела. Вот такая дорожка. Ладно, что, пойду зайду, замерз уже. Сейчас, кстати, собака лаяла. Леха говорит, это леса, говорит, по-любому. Потому что здесь уже окраина, там лес идет. Леха, кстати, общается по коми-языку. О, я имею в виду, на коме общается. У нас есть национальный язык свой. Коми. Я как бы немного понимаю, но диалект никакой не имею. И так общаться и разговаривать не могу. И вот здесь лисы, вот они вот приходят и проходят иной раз. И собака чувствует, получается, и лает постоянно. Леха говорит, а ночью, говорит, они, говорит, постоянно тут лазят. У него, говорит, тут петли стоят даже на заборах. Мало ли. Потому что, говорит, следы вот тут были. Тут раз, говорит, вышел, она прям здесь, говорит, ходила. И волки, получается, с той стороны зашли и вот грызли. Ну, как-то так. Ну, волки опять начали хулиганить. Я, конечно, побегал, ребята, от них в свое время. Я бегал от них. Кто не видел видео, ребята, оно есть, давнешнее, конечно. Но когда они начали выть, я испугался. Ладно, пойдем зайдем. Ну что, братцы, все, время уже 11 час. Посидели, пообщались. Будем уже отбиваться. Уже спать охота. Леха дров занес на ночь. Целую кучу. Печку протапливаем еще и уже ложимся. Леха на печурку русскую, я здесь на диванчик. Так что, ребят, надежда есть, в принципе. Надежда интересная, потому что Налим показал себя днем. Первый раз такое вижу, конечно. Тем более зимой. Ну, как-то так. Не знаю, ребят. 20 жалец. Протяженности около 5 километров по реке, наверное.
в разных местах, так что будем смотреть. А так все, на связи. Сегодня смотрел? А? Сегодня смотрел? Нет, раньше и у нас там этот был, блядь, Калашников, кто-то там еще, блядь, и самое, блядь. Так, ребята, всем доброе утро. Мы проснулись с Иванычем. Спалось отлично. Ну, мы что-то до 12 балакали. Что-то в 4 проснулись. Леха, говорит, леса прям по дороге прошла, да, Лех? Прям тут, говорит, идет. Я, говорит, смотрю на нее. А тут фонарь видно. Короче, не боятся, блин. Ни фонаря, ничего, вон, видите, не боятся, блин. Ну, в целом, 8 часов. Завтракаем, чай пьем. И поедем сейчас, прокатимся. Посмотрим, что у нас там. Стрельного, что-то не стрельного. Вчера уже поймали, уже надежда, в принципе, есть. Ну, так хотя бы 2-3 взять. Было бы неплохо, конечно. Все, ребят, завтракаем и рвем когти на речку. Рыжик, рыжик. Рыжик. Уконоса? Не, вот, А, пружинит? Ну, она, наверное, так делает, потому что... она не попалась. Есть такая позиция, или как там тебе сказать? Бывает, все, говорит, багрится за хвост, там, за спину. Она, говорит, скатывается, вот реально. Ладно. Сегодня потеплее, ребят. Ночью потеплело. Прям хорошо. Прям хорошенько потеплело. Откачиваем. Пойдем, волков погоняем. Давай, Лёх, садись. Капюшон надень. Все, ребятки, помчались. Посмотрим. Побежал, ребята. Взяли его. А то Леха, говорит, уже толстый стал. Надо его уже к весне готовить. Ну, ребята, красота. Смотрите, какая красота, ребят. Охрененно. Так, друзья, я Леху оставил на Старице, ну, на Курье, где у нас первые жерлицы стоят. Он хочет на удочку порыбачить, посмотреть. А я пойду наверх собирать жерлицы, смотреть буду, как там дела. 10 жерлиц, ребята, то, что здесь у нас стоит, один флаг стоит. И то, как будто не полная вымотка, так что-то там набородило. Короче, надо разбираться будет. Ну а пока гоню. Пока погнал. Так, друзья, проезжаю вторую точку. Здесь у нас было 5 жерлиц. Я вижу 2 флага. Берег сработал. Вымотки нету. Тоже вымотки нету. Печально как-то. Хотя вчера мы, получается, поймали с Лехой вот на эту жерлицу. Днем уже на Лима. Ладно, что? Поедем дальше. После морозов, ребят, буранка, смотрите, как рельсы стало. След уплотнился, я вам просто могу одним пальцем управлять, она сама едет как надо ей.
красиво так очень. Мелкий снежок идет. Лечу. Ну что, ребята, и здесь тихо. Тихо, тихо. Будем надеяться, то, что флажок не сработанный из-за снега. А так вообще не густо. Первая жерлица. Была рыба, ребят, смотрите. Голодал ее что-то. Про то я и говорю. Смотрите. Все было нормально. Все четко. Вообще ее обсосал капитально. Просто не замерзла. Кстати, снег уплотнился. Жерлицы замерзли, ребята. Жерлички замерзли. Смотрите, что со снегом, видите? Он просто как камень становится. Так, ребят, как я и говорил, кто-то есть вроде. Очень-очень маленький. Очень-очень маленький как будто. Кто-то. Налимчик, наверное. А нет, щучка. Щучка маленькая попалась. Маленькая щучка. Малышка прям. Так, ну здесь, в принципе, можно ее отпустить, ребята. Видите, флажок не сработанный. Так. Опа. Так, подруга. Ты сейчас давай тут не выдевайся, а я тебе спокойно отпущу. Что-то устала. Вообще устала. Давай, матушка. Маленькая. Пускай растет. Мне жалко таких, ребята. Дело в отношении рыбы тоже свой взгляд, я думаю, должен быть, потому что ну, нет, это мое чистое мнение. Я от этого сыт не буду. Щука может потомство принести. Я понимаю, если за год там уже ничего не поделать. Ну то да, а так пускай будет. Тем более с рыбалкой у нас все хуже и хуже. И как-то неприятно, когда вот ставишь так, а даже флажка не видишь. Ну, не радует тебя. Ладно, едем дальше. Там две сработки. Посмотрим. Тут как будто кто-то есть, да? Тащит. Тоже не крупный. Я уже добрался до другого места, где две сработки. И вот. Тут кто-то есть, ребята. Ну, засранец, блин, а. Засранец. Мелкий. Давай ты не заглотил. Заглотил, ребята. Все, кровь пошла. Блин, ну вот они так глотают, конечно. Вот на такую плотву, ребят, смотрите, взял. Ё-моё, блин, а. Ну вот, две сработавшись, которые... Сейчас начну стой.
Ну пока, в принципе, на каждой точке рыба есть. Не тех размеров, конечно, но она есть. Видите, ребят, какой снег стал. Был мягенький. А стал этот, как камень. Промерзло еще, луночка-то. Никого, ребят, нету. Хоть и сработано. Вон тоже. Был налим. Полностью сожрал уже. И выплюнул. Может реально двойники, блин, не дают. Может тройнички поставить, попробовать. Не знаю. Так, и последнее на этом плесе. Тоже что-то не докрутил. Тоже, ребят, никого нету. Вообще сожрал полностью. Сбил, короче. И все. Отложу резиночки новые, потому что рвутся. И уже на замену. Обжеванные, да, там где 3 штуки ставили, щучка. И здесь налимчик. Тоже мелкий, можно было отпустить, но, блин, заглотил капитально. Не знаю, сейчас посмотрим здесь что да как. Я живца-то забираю коту. Так, что тут у нас? Что-то напетлял, как будто даже не размотал, блин. Даже непонятно, понял, Лех. Флажок сыграл, а что-то... Ну, чуть-чуть кто-то его тронул, блин. И все. А вот еще, ребят, работочка-то, оказывается. Просто не видно было. Что-то намородил тут. Или сейчас, что ли, стрельнул. Не было же, мы проезжали. Вот следы наши были. Сработки не было. Это сейчас поклевка была. Представляете? Набородила. Походу сейчас недавно взяла. Сейчас посмотрим. Что тут у нас? Кто тут такой хитрый? Да, что-то вот дернуло. Щука, наверное. Живца сбила. Да, сбила живца. Видал? Как бывает. Угу, ребята. Тоже непонятно все. Смотрите, что творится. Он все обсосал. Все обсосал и куда-то завел даже траву. Налим обсасывает. Коту поймали, но ну того налимчика пожаришь, все че. Того налимчика вчерашнего пожаришь еще. И нормально. Не пустые, опять же. Прогулялся, да? Прогулялся. Погулял, блядь.
На, Лех, спасибо. Что ты? Не, спасибо. Ну вот что, такая рыбалка у нас получилась. Ну, да время такое сейчас непонятное. Да, Лех? Ну да. Март, морозы, блин. Потеплее бы было, что. Я думаю, все равно бы шевелиться начала рыбка. А тут вообще жестко все. Ну ничего, ждать будем. Поворот всё. Будем ждать. Все, ребята, поехали. Поехали до дому. Ясно. Ну понял, ну что, на связи тогда? Ну, Звони, если что, пиши, я тоже на связи. ну, Съездим куда-нибудь, прокатимся. куда? А, не знаю, куда-нибудь. Че, сел да поехал, не пешком же идешь, правильно? Только бензин заливай, да и все. Ребята, все, выезжаю домой уже захожу в поселок. Стою вот на понтонном мосту, прям по центре реки Сысовы. Вот так, ребят, сейчас ездил, Леху навестил, немножко жали ставили. Так, чисто, ребят, на проверочку. Лехе немножко подгончика привез, в целом, короче, все нормально, жив, здоров. А то по первому видео, которое я ездил, ребят, многие начали задавать вопросы, что да как Леху поддерживаю. Ну, в целом, в принципе, все нормально, ребят. Привезли горбыль ему сейчас, есть у него сейчас работа, так что как-то так, ребята. Запланирован потом выход, ребят, съездить на одно место по СБ. Леха должен показать хорошую местину. Вот, сейчас погода меняется, ребят, были морозы, ну вот сейчас вот видно все затянуло. Ветер вроде как пурга будет. А так все здорово, все четко. Прокатился, подышали воздухом, посидели, пообщались. Самое, ребят, что ни на есть во. Ну, я думаю, отношения, ребят. В первую очередь отношения, а все остальное потом. Все, братцы, всех обнял. Спешу домой. Так что не забываем друзей, как говорится. Ну и на рыбалке, ребята. Друзья на рыбалке это просто большой плюс. Все, ребята, увидимся. Пока. Уехаем.